Персонально ваш. Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня персонально ваш председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Николай Игоревич, добрый день. Добрый день, Айдар. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе также ведется. Там есть онлайн-чат, поэтому вы можете присылать свои сообщения, реплики, вопросы. Если останется время, мы на них обратим внимание. Также это можно делать по номеру телефона +7 927 304 10 51. Наш стандартный номер, Telegram, WhatsApp и традиционные смски мы принимаем на протяжении всего эфира. Николай Игоревич, мы, наверное, будем в большинстве случаев затрагивать ситуацию в Башкирии и в целом в регионах России, да, но и федеральная повестка, конечно, тоже мы ее не можем обойти. Вы знаете, что меня интересует? В преддверии сентябрьских выборов в разные органы власти и местного самоуправления «Яблоко» готовится к этим выборам. Насколько отличается и отличается ли вообще предвыборная кампания в регионах разных? То есть есть ли какие-то особенности, например, в Башкирии? Я могу сказать, что принципиально избирательная кампания 2021 года, федеральная, отличается от предыдущей федеральной кампании и 2018 президентской, и 2016 Государственную Думу. Потому что произошли события, которые, безусловно, очень сильно влияют на ход и на атмосферу избирательной кампании. Я имею в виду конституционное голосование 2020 года, когда было продемонстрировано всем, что можно людей, несмотря на пандемию, несмотря на опасность их заражения, загонять на абсолютно бессмысленное голосование, потому что поправки в Конституцию вступили и без этого голосования в силу. Это просто было нужно для политической целесообразности, как считали организаторы этого голосования. И можно фактически за один день просто взять и уничтожить Конституцию Российской Федерации. Безусловно, второе, что чрезвычайно важно влияет на происходящее, это удушение политических свобод в нашей стране. Это то, какие законы репрессивные принимаются уже многие годы, и, конечно, сейчас эта машина работала самым активным образом в 2021 году. И это атмосфера запугивания постоянного, когда, включая новости утром на «Эхо Москвы», ты думаешь, что уже если никого не задержали, если никакого обыска нигде не происходит, то уже вроде бы день начинается нормально. Сегодня это как раз обычный день, к сожалению, новостной повестки, когда проходят новые обыски, когда проходят новые обвинения. И все сегодня с утра мы это слышим про Романа Доброхотова. Поэтому это очень сильно влияет в целом по всей стране. Что касается регионов, то ситуация, конечно, разная. Где-то бывает более тихая обстановка, где-то более напряженная. Но скажу вам, что я всегда общаюсь со своими коллегами, понимаю, что насколько в регионах люди меньше защищены, чем в федеральном центре, чем в Москве. Потому что очень часто бывает, когда информации о преследовании тех или иных активистов, региональных политиков поступает меньше. И поэтому надо обязательно учиться гражданской солидарности, политическому участию, и тогда можно будет выигрывать, тогда можно будет людей защищать. И как раз один из таких примеров для всей страны, это, конечно, была кампания в защиту Куштау, когда смогли вывести тему на федеральный уровень, и все занимались этой темой и поддерживали активистов, которые занимались этой темой. То есть в целом Башкирия оттуда из Москвы, она видится как регион с наибольшим протестным движением, протестными настроениями? С очень высоким, безусловно, с очень высоким протестным движением, которые смогли сплотиться, и движение это усилилось, потому что до того, как стать председателем «Яблока», я был руководителем экологической организации «Белона», и очень хорошо помню протесты по Кроношпану. Мы их освещали, поддерживали движение, но, к сожалению, тогда сил не хватило, чтобы эту ситуацию выиграть и защитить права граждан. То здесь уже наши общие усилия позволили защитить. И что было очень правильно сделано, то, что мы ведь не только
протестовали против, но мы предлагали конкретный выход. По-моему, как раз в эфире «Эхо Уфы» обращался к главе республики с тем, чтобы присвоить статус особо охраняемой природной территории. То есть это был правильный выход в сложившейся ситуации, что в итоге потом было сделано. И огромная роль, конечно, была всех, кто защищал, кто протестовал против таких решений. Поэтому Башкирия в данном случае, конечно, служит, и гражданское движение Башкирии служит для очень многих людей примером такой организации людей, сплоченности и в итоге эффективности, потому что удалось защитить. Почему в одних регионах протестное движение вообще очень небольшое, да, либо мы его просто не замечаем, и во всяком случае такие события, как на Куштау в прошлом году, не происходят. А, например, в Башкирии все-таки некая, как вы говорите, гражданская солидарность, она на более высоком уровне. Почему так происходит, от чего это зависит? Ну, я бы сказал, два фактора, и, на мой взгляд, они равнозначные. Нельзя какой-то делать более важным, а какой-то менее. Ну, первое, это, конечно, история, традиции, которые, конечно, в республиках, они очень сильны и очень играют большое значение. Второе, это люди. Без этого никогда ничего, без людей никогда ничего нигде не происходило. Я приведу другой пример, чтобы было, может быть, это более понятно. Это ШИЭС в Архангельской области. Это очень маленький поселок, там станция даже железнодорожная была закрыта из-за того, что там не нужно было останавливаться поездам. На самой границе Архангельской области и Коми, куда решили свозить мусор из Москвы. Там нет никакого большого количества населения. Но то небольшое количество людей, которые решили защищать ШИЭС от того, чтобы туда везли мусор в Архангельской области из Москвы, они смогли привлечь общее внимание, смогли найти союзников, людей, кто стали их поддерживать. И, конечно, мы все этим занимались, даже несмотря на то, что это очень маленький поселок в Архангельской области. Мне удалось даже по этой теме выступать на пленарном заседании Государственной Думы, где говорить о том, что чем вы занимаетесь, что решили московский мусор везти в Архангельскую область. То есть сказать, что такие события, такие движения могут происходить только в крупных населенных пунктах, это тоже не так. То есть очень много зависит от людей. А бывают такие случаи, когда я приезжаю на место какой-то предполагаемой экологической катастрофы, а мне люди в соседнем поселке говорят: вы знаете, мы даже ничего не слышали, что вроде бы там планируется какое-то строительство какого-то полигона, но мы не очень на это обращаем внимание. А я понимаю, что дорога к этому полигону пойдет через этот поселок, и через 2 года здесь будет не тихая улица, просто рассказываю совершенно такой мой пример из Челябинской области, когда я там был, не тихая улица, где гуси ходят с козами, а трасса, по которой пойдут самосвалы на полигон. И здесь, конечно, это очень много зависит от людей всегда. Региональный список «Яблоко» от Башкирии и Оренбургской области сразу вместе. Его возглавила Кристина Абрамичева, активистка, в том числе одна из основательниц общественного движения «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». Вот скажите, почему именно список оказался таким? Это общее решение федерального офиса «Яблоко» с региональным, либо это просто региональное отделение «Яблоко» предложило что-то, и в целом федералы согласились. Как это происходило? У нас это всегда совместное решение. Кристина известна как урбанист, как правозащитник, числе, как член Совета по правам человека республиканского. И мы с большим уважением очень относимся к ее работе. Кроме того, там и Ильнур Салахов из Нефтекамска, и Зульфия Гайсина и другие наши коллеги, одномандатников, много баллотируются по республике, 6 одномандатных округов, по которым баллотируются наши товарищи сейчас в Государственную Думу. В чем общая, вот я вам расскажу, в чем общая концепция выборов «Яблоко» в 2021 году и в чем она отличается от предыдущих выборов. И это очень важно как раз для Башкирии. Потому что многие годы была такая конфигурация списка, когда была большая общая федеральная часть, крупные объединенные территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области
И давайте говорить прямо, очень мало шансов для прохождения у кандидатов из регионов в Государственную Думу. Сейчас принципиально другая ситуация. Сформирован таким образом список, что в общефедеральном списке один человек, председатель партии я. Все остальные депутаты, которые будут проходить по списку «Яблоко», это представители регионов. Поэтому группа Башкирии имеет огромную вероятность получить сейчас мандат депутата «Яблоко» в Государственной Думе при проведении избирательной кампании. И у нас очень много групп, которые борются в конкурентной равной борьбе за такое право получить своего депутата в Государственной Думе, демократического кандидата, который при этом будет отстаивать интересы региона, интересы своей республики. В целом, как оцениваете шансы 5% тот самый барьер удастся пройти или нет? Какова вероятность? Высоко очень сейчас оцениваются наши шансы. Последний опрос в ЦИОМа говорит о почти 4,8-4% «Яблока». От опрошенных это значит всегда, что значительно больше, потому что в прошлый раз в 2 раза мы превзошли опрос в ЦИОМа на прошлых выборах. Поэтому сейчас, если, вот это очень важно, если люди придут на избирательные участки, «Яблоко» пройдет в Государственную Думу. Потому что ключевая задача сейчас, чтобы люди не шли на избирательные участки. Все будут рассказывать о том, что выборы ничего не решают, ваш голос ничего не значит, что там все будет фальсифицировано, вы ничего с этим сделать не сможете. А на самом деле, когда очень большая явка людей, когда много людей приходят на избирательные участки, а самые активные из этих людей еще и становятся наблюдателями и контролируют голосование, особенно помните, что сейчас голосование 3 дня будет проходить, в пятницу, субботу и воскресенье. И я призываю всех именно в воскресенье приходить, потому что это самый сложный для фальсифицирования день голосования. То тогда мы проходим в Государственную Думу. Этого не было многие годы. Это объективно видно по всем, и по настроению среди людей, и по тем опросам, которые выдают даже государственные центры, такой как в ЦИОМ. Такого, правда, не было очень многие годы. Потому что люди хотят перемен. Потому что всем очевидно, что невозможно, когда власть не меняется 21 год, а Государственная Дума сидит и только и ждет, что им скажет президент и правительство, за что еще проголосовать. Ведь посмотрите, Государственная Дума перестала быть парламентом, где обсуждаются законы, где обсуждаются проблемы страны, где обсуждаются инициативы президента. Представить себе, что президент вносит какой-то закон, а Государственная Дума его правит или отклоняет, это просто в этой Думе смешно. Даже дискуссии по этому поводу не возникает. Весь центр законотворчества переместился из парламента, где он должен находиться, в правительство. Парламент вообще забыл о своих контрольных функциях. Представить, что Государственная Дума нынешнего состава занимается контролированием работы правительства, что должно быть, невозможно. И поэтому ключевая сейчас задача для того, чтобы начать этот поворот страны, это получение в Государственной Думе демократической фракции «Яблоко». Так сложились обстоятельства, что нет сейчас на выборах другой демократической партии. Поэтому именно с «Яблоком» у людей очень многих связываются перемены. И это я вижу не только в Москве, но и когда приезжаю в регионы. Хорошо, а все же готово ли российское общество сделать осознанный выбор, прийти на выборы, при этом зная, за кого нужно голосовать? Потому что я вот к чему могу апеллировать. У нас несколько общественных организаций, в том числе Общественная палата Башкирии, набирают наблюдателей. И все активисты говорят, что в целом людей стало больше, да, но их не так много. Невозможно поставить на всех избирательных участках даже Уфы этих независимых наблюдателей. Да, там будут наблюдатели от Общественной палаты, но мы с вами примерно понимаем уровень, да. Почему так происходит? Действительно ли российское общество готово таким образом, с помощью института выборов, так скажем, принять участие в политической жизни страны?
Мгм. Айдар, ну мы даже не то, что примерно, мы совершенно конкретно понимаем про наблюдателя от Общественной палаты, и мы отказались с Общественной палатой подписывать соглашение, что сделали, конечно, провластные партии, потому что мы говорим, что все соглашения о выборах регулируются федеральным законом об основных гарантиях и законом о выборах Государственной Думы. Соблюдайте этот закон, и уже все будет хорошо, уже не будет нарушений. В значительной степени их не будет. Про готовность людей. Ну, это наша действительно очень большая проблема с тем, что людям много лет не давали наблюдать, выгоняли с участков, препятствовали и так далее. Но наша задача, вот как партии, выставить кандидата, вести активную избирательную кампанию, а наша с вами общая задача с гражданами – проконтролировать эти выборы. Это не выборы 2021 года и результат «Яблока». Это не результат тех людей, которые баллотируются. Это общий результат. И вместе нужно его защищать. Потому что это реально сейчас есть шанс на перемены. Потом 5 лет все будут сожалеть, что почему же не пришли, и хотя был шанс. Поэтому обязательно записывайтесь сейчас. Не ждите сентября, когда все начинают записываться в наблюдатели. Записывайтесь сейчас, учитесь, как это можно сделать. Это сложно, чтобы собрать 100 тысяч наблюдателей по стране, правда. Но мы стремимся к тому, чтобы наблюдателей было как можно больше. Ну, особенно, конечно, в таких крупных городах, как Уфа. Про то, чтобы люди пришли на выборы. Вот явка на прошлых выборах Государственной Думы около 40%. А в странах Западной Европы, в странах Скандинавии около 90%. Вот давайте сравним, где люди живут лучше. Потому что люди в странах Скандинавии сами выбирают свою власть. И тогда власть понимает, что она от воли людей и от их голосования зависит. Если люди не приходят на выборы, тогда власть понимает, что она не зависит от людей и сама будет, как она уже научилась решать, кто выдвигается, кто становится депутатом и какие они потом решения будут принимать. Альтернатива выборам чрезвычайно печальная. Есть определенное направление, кто говорит, что через выборы в России ничего не решить, давайте революция. Революция в России заканчивается крайне печально. В первую очередь для тех людей, кто к этой революции призывает, хотел бы напомнить. Поэтому «Яблоко» — это правда как такая уникальная партия в нашей стране, которая призывает за перемены, и особенно мы к этому призываем в то время, когда это возможно сделать. Потом 5 лет будет очень сложно повернуть эту машину. Хорошо, а кто призывает к революции? Ну, я, знаете, часто в разговорах я встречаю людей, кто говорит, вы знаете, я не верю в том, что можно что-то сменить мирным способом, и вот буду ждать революции. А я верю. Вы знаете, я приведу один кейс, в котором я тоже участвовал. Я наблюдал вместе, как процесс выборов происходит в Горсовет Нефтекамска в прошлом году. Там да, в Нефтекамское отделение «Яблоко» довольно сильное, на мой взгляд, и не только на мой. Да. И вы знаете, они там скооперировались с наблюдателями из общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», выставили наблюдателей примерно на половине участков. Явка там была очень низкая, далеко о 40% даже речь не шла, но при этом даже на тех участках, где были наблюдатели от «Голоса», где было в целом несколько журналистов, все равно нарушения, которые эти наблюдатели выявляли, они, вы знаете, нарушение, ну и хорошо. В судах потом ничего не получается добиться. Доказать свою правоту тоже не получается. И мы пришли к тому, что в Нефтекамске мы имеем вот такой результат. Опять большинство у «Единой России». «Яблоко» вообще не смогло пройти в Горсовет. Айдар, вы знаете, вы рассказали пример, который я очень часто привожу в своих региональных поездках и встречах с людьми, когда они готовятся наблюдать. Вот спасибо вам. Только вы первую часть правильно рассказали, а вторую не совсем правильно. Потому что вы совершенно точно сказали, что выставили наблюдатели примерно на половине участков, а что наблюдатели, фиксировать эти нарушения, то сложно доказывать в судах. Но вот это ключевой момент. На тех участках, где были наблюдатели «Яблока», средние результаты «Яблока» 9%. В Нефтекамске 9%. А средний результат на тех участках, где не было наблюдателей «Яблока» 2%. Внимание, вопрос.
В среднем мы получили 4,5. Внимание, вопрос. То есть наличие просто наблюдателя на избирательном участке увеличивало результат за Яблоко в 4,5 раза. Потому что, знаете ли, не каждый член избирательной комиссии, зная, что у тебя здесь независимый наблюдатель на участке, пойдет на какие-то фальсификации, потому что это вообще-то уголовное преступление. Поэтому очень важно просто быть на избирательном участке. Я напомню, персонально ваш сегодня председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После выпуска новостей продолжим. .30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На Эхе Новости следователи завершили обыск у главного редактора издания «Инсайдер» у Романа Доброхотова. Изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбук и заграничный паспорт, рассказала агентству «Интерфакс» его адвокат. Как ожидается, журналиста повезут на допрос. Доброхотов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о клевете на нидерландского блогера. В редакции «Инсайдера» предполагают, что заявление подал Макс Вандерверф, который неоднократно говорил о непричастности Москвы к крушению малазийского Боинга в Донбассе. «Инсайдер» в свою очередь утверждал, что блогер сотрудничал с российской разведкой и получал от Министерства обороны деньги. На прошлой неделе издание «Инсайдер» было включено в список иностранных агентов. Тогда Доброхотов говорил, что оно продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам. Баку призывает Ереван подписать мирный договор. Посол Азербайджана в Москве в интервью агентству РИА Новости сказал, что война закончилась, а конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Дипломат призвал конструктивно подойти к вопросу делимитации границ. Сегодня утром из региона стали приходить новости об обстрелах. Минобороны Армении заявила, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. В результате 3 армянских военнослужащих погибли. В Баку при этом вину возложили на Ереван. Азербайджанские военные говорят о 2 раненых со своей стороны. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии. В сообщении ведомства говорится, что это сделано под гарантией Национальной организации по карантину и защите растений. Ранее производители сигарет предупредили об остановке производства из-за нехватки сырья. Как пишет газета «Коммерсант», свои опасения компании изложили в письме российскому премьер-министру. Помимо Бразилии, запрет на ввоз сырья также коснулся Индии, ЮАР, Танзании и Малави. В партиях из этих стран обнаружили муху-горбатку. Австрийские нефтяники не исключили, что газ по Северному потоку-2 запустят уже в этом году. Глава компании ОМВ, партнера «Газпрома», напомнил, что строительство газопровода должно завершиться уже в конце августа, после чего начнутся пусконаладочные работы, сообщает агентство ТАСС. И в эти минуты оператор проекта сообщил, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью выполнило запланированный объем работы, что «Северный поток-2» таким образом уже построен на 99%. К новостям спорта. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это 20-я награда для сборной Олимпийского комитета России. Таймазова, выступавшая в весовой категории до 70 килограммов, победила хорватку Барбару Матич. Российская команда занимает 4-е место в общекомандном медальном зачете. В лидерах Китай, следом идут Япония и Соединенные Штаты. И о погоде в столице. Плюс 22 градуса в городе. Идет дождь. Давление 748 миллиметров ртутного столба. В течение дня местами ожидается гроза. Завтра, по прогнозам синоптиков, плюс 25-27. Облачно с прояснениями. И могут пройти небольшие осадки. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд. Посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи, скорее в Фармленд. В аптеках Фармленд. Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Срок акции с 12 по 31 июля 2021 года. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Забраковать. Яракхыдга сыгару. Забраковать подписи. Култымгаларды яракхыдга сыгару. Забраковать подписи. Култымгаларды яракхыдга сыгару. Уфимская избирательная комиссия забраковала подписи избирателей за активистку Аллу Яковлеву. Өфө кала хайлау комиссияга хайлаучылардын Алла Яковлева өсүн йыйган култымгаларын яракхыдга сыгарган. Уфимская избирательная комиссия забраковала подписи избирателей за активистку Аллу Яковлеву. Өфө кала хайлау комиссияга хайлаучылардын Алла Яковлева өсүн йыйган култымгаларын яракхыдга сыгарган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем эфир «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня персонально ваш председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Николай Игоревич, я бы хотел вот про нефтекамский кейс еще немного поговорить. Дело в том, что там члены «Яблока», активисты вместе с членами КПРФ скооперировались, и довольно часто они разные протестные акции пытаются организовать совместно и так далее. Для вас КПРФ, ЛДПР и другие парламентские партии, давайте сосредоточимся на КПРФ, все-таки это оппозиция настоящая вот сегодня или все-таки нет? Нет. На региональных темах, чаще даже на местных темах, действительно бывает такое, когда мы участвуем с КПРФ в каких-то акциях по защите того или иного объекта, сквера, сада, от застройки того или иного дома. Но КПРФ — это партия, которая поддерживает политику Владимира Путина по противостоянию с Западом, по ужесточению политического режима. Все это поддерживается. И надо понимать, что стратегически это, конечно, партнер Владимира Путина. О чем он неоднократно всем сомневающимся говорил даже за последние месяцы. И он это говорил и на послании Федеральному собранию, и на закрытии сессии Государственной Думы, закрытии созыва Государственной Думы. Он объяснил всем: товарищи, если вы вдруг сомневаетесь, что я только за Единую Россию, нет, я за все эти 4 партии, за единую, справедливую, коммунистическую и либерально-демократическую Россию. Это просто немного разные краски власти. А так это совершенно одно и то же для нас. Ситуация с Грудининым. Его все-таки исключили из партии. Это довольно известный коммунист. И что же это, как не репрессии политические? Давление, попытка отобрать электорат? Момент следующий. Конкретно по поводу Грудинина. Я считаю, что такие претензии, они должны решаться совершенно другим образом. Они должны решаться открытостью парламента, сокращением количества закрытых статей бюджета, принятием закона о лоббизме, что если человек подозревается, что человек лоббирует какие-то свои бизнес-интересы, то это решается законом о лоббизме, чтобы все это открыто знали. Но проблема с кандидатом Грудининым в том, что он же был депутатом, избранным по списку «Единой России» в Московской областной думе. Поэтому это еще раз подтверждает, что это внутрипартийные конфликты. В 2000-е годы. Поэтому, конечно, они ориентируют следующим образом. Слушайте, нельзя быть сначала в «Единой России» так активно, а потом вдруг почему-то в КПРФ также активно. Пусть они сами, правда, в этом разбираются. Я считаю, что кандидатов по таким основаниям снимать нельзя. Для этого существуют совершенно другие, чтобы
кандидата, если есть претензия к кандидату, что он обладает какими-то там счетами, бизнесом или еще чем-то, это все решается не снятием кандидата, а тем, чтобы это не могло влиять потом на политику государственных органов. Вот. То есть я правильно понимаю, если у человека есть в прошлом «Единая Россия», какое-то отношение к этой партии, то Яблоко, ему уже дверь закрыта? Нет, это не так. Человек может изменить свои взгляды, такое правда может произойти. Если человек потом активно говорит, что я понял, в чем были ошибки, и такое, конечно, может произойти. Это что же мы... Нет, мы адекватные люди. Так а вдруг с Грудининым произошло то же самое? С Грудининым проблема просто в том, что так «Единая Россия» с ним борется, потому что он был депутатом от «Единой России». Ну вот в чем дело. Хорошо. Я себе это так представляю. Вы упоминали гражданскую солидарность, участие в политике и так далее, но при этом, когда несколько десятков тысяч человек по всей России в январе 2 раза, в апреле 1 раз вышли на улицы протестовать против режима Владимира Путина, потом мы слышим заявление Явлинского в эфире телеканала «Дождь». Он говорит: не голосуйте, сторонники Навального, за партию «Яблоко», потому что наши взгляды не пересекаются. Как это понимать? Разве это та самая гражданская солидарность, учитывая наше неплюралистичное политическое пространство России, когда в целом оппозиция подавляется, чувствует такое давление, оппозиции мало смелых людей, которые могут прийти и сказать: я против политики Владимира Путина, я вот там, например, за что-то другое, да? В таком случае такой раскол в оппозиции несистемной страны, высказывание Явлинского, на мой взгляд, явно создали. На ваш взгляд, это вот разве та самая гражданская солидарность? Как это коррелирует? Потому что, Айдар, для нас принципиально важно, вот вы сказали, что мы против политики Путина, мы за что-то другое. Для нас принципиально важно, за что другое. Потому что мы против политики и Владимира Путина, и против политики Алексея Навального. Потому что для «Яблока» неприемлем национализм, от которого Алексей Навальный не отказался, а наоборот, выйдя из клиники в Германии, подтвердил, что он придерживается тех же позиций, которых придерживался, когда проводил русские марши, создавал движение «Народ», снимал ролики о том, как надо высылать мигрантов из страны самолетами. Он подтвердил, что все это остается его политикой. Для нас это абсолютно неприемлемо. Абсолютно. Хорошо. Вы знаете, да, Айдар. Я со многими людьми разговариваю, в эфире в том числе, и некоторые говорят: я голосовал за «Яблоко» всегда. И высказывание Явлинского, я, например, поддерживаю Алексея Навального, поддерживаю «Яблоко» в том числе. Высказывание Явлинского для меня — это высказывание одного человека. И они никак не меняют представление о «Яблоке» в целом. Ну, так некоторые спикеры говорят. В данном случае, если Алексей Навальный был увлечен в национализме, как вы говорите, то разве те десятки тысяч человек, которые выходили по всей стране, они что, автоматически становятся националистами тоже, на ваш взгляд? Нет, просто значит, они не сторонники Навального. Вот в чем дело. Выступление Явлинского — это не его личная позиция, это позиция партии, которая была подтверждена и решением бюро, и я много про это уже выступал, обсуждал. Значит, что следует? В чем наша претензия к Алексею Навальному? А Алексей Навальный — это не конкретный человек в данный момент, который сидит, и требование освобождения которого есть в программе «Яблоко». В программе «Яблоко» записано освобождение всех политических заключенных, и особенно это единственная партия, которая об этом говорит, вообще единственная политическая сила, расследование отравления Алексея Навального и других политиков, общественных деятелей, кто подвергся этим отравлениям, и был либо убит, как Юрий Щекочихин, или Тимур Куашев, или был отравлен и выжил, как Дмитрий Быков, допустим, или Владимир Карамурза. Мы требуем, чтобы все эти отравления были расследованы, и виновные в этом объявлены и наказаны. Но для нас совершенно неприемлемо, чтобы людей выводили на улицы, зная, какие будут последствия. Зная. Так люди сами выходили. И в этом ответственность политиков, которые выводят. Так, подождите, вот вы знаете, это очень популярный взгляд, мне кажется, у некоторых политиков, что люди, которые выходят на акции протеста, это просто стадо баранов, которые ничего не понимают. Эти люди тоже несут за себя и за свои действия ответственность. Правильно, у людей есть право выходить на улицы и заявлять свою политическую позицию. У власти есть обязанность, чтобы люди могли безопасно
протестовать и высказывать свою позицию по любому вопросу. Политическому, экологическому, социальному, по любому. Но у политика есть ответственность, если он думает об этих людях. А Яблоко выступает за то, чтобы политики наконец начали думать о людях. Мы заботимся о тех людях, которых мы за собой ведем. Вот я, например, могу сказать, что сейчас 14 человек уже получили реальные уголовные сроки по протестам января. Некоторые из них больше, чем сроки Алексея Навального. Что в ответ на это говорят руководители штабов Навального? Что да, мы осознанно бросали людей в топку, а теперь мы должны уехать из России, потому что мы должны находиться в безопасности, потому что наша работа важна. А судьбы Виталия Тимофеенко, Сергея Павлюткина, Александра Глушкова и остальных людей, они что, не важны? Про них даже никто вообще не говорит. Люди отправились в колонию, там теперь сидят. Николай мы так Игоревич, не построим, мы так не изменим Россию. Вы если знаете будет продолжаться статьи? Такое же неуважение к людям. Вы знаете статьи, по которым эти люди, которых вы перечислили, были осуждены? Ну, конечно, например, Олег Иванов, часть 3 статьи 212, часть 1 статьи 318, применение насилия в отношении органов власти. Все мы это знаем. Мы же видели это на московских протестах, когда людей отправляли под арест просто за пластиковый стаканчик или бутылку. Мы же все это видели. И предполагать, что власть сейчас к вышедшим людям на улицу не применит этих действий, этих сил и бросит туда этих людей, и никак потом за них не отвечать, для нас совершенно неприемлемо. Потому что невозможно потом читать статьи, когда пишут, что «а мы не знали, что так будет». Что значит не знали? Вы либо политики, которые отвечают за то, что делают, либо кто? Потом следующее, что это реально, это очень важно, что для нас абсолютно неприемлем национализм, потому что Яблоко — это партия мира и партия уважения к разным народам. И поэтому читать те тексты, которые написаны от имени Алексея Навального, и никто их не удалил, не отказался от них, они продолжают быть его политикой. И мы выступаем за то, что как политический заключенный он должен быть освобожден, но как политик это человек, представляющий абсолютно противоположную сторону. И такое бывает, конечно, что люди считают себя сторонниками Навального, не зная настоящую позицию этого политика. Такое бывает, но в этом надо разбираться. Вы говорите, что вы против того, чтобы людей в топку сразу бросать в эти несогласованные, как они называются у нас, акции протеста. Но не сразу, да. При этом, что вы тогда предлагаете? Вот у нас, даже давайте, вот Нефтекамск, наверняка вы знакомы очень плотно с тем, что там происходит в политической жизни этого города. Более 100 отказов за последний год получили активисты, в том числе члены Яблока, когда они подавали уведомления на разные совершенно акции протеста. Экологическая тематика, политическая какая-то, ну и так далее. Разницы никакой. Им отказывали. В Башкирии у нас и КПРФ планировали возложение цветов официально провести, подали уведомления, но получили отказ. При этом иногда причина этих отказов совершенно смешная. Там говорят, что у нас пандемия разгулялась, но при этом через пару дней проводят какой-нибудь массовый концерт. В таких условиях как иначе протестовать людям, если не выходить на улицы, но не согласованные акции? Ведь некоторым кажется, некоторым нашим спикерам, например, что это единственная возможность выразить протест очно на улице. Расскажу, Айдар, потому что, конечно, позиция властей Башкирии, которые не разрешают политические акции, а при этом проводят фольклориаду, это абсолютный абсурд, и именно поэтому люди не доверяют тем решениям и тем призывам, которые власти в области вакцинации делают. Какой есть путь? Самое ужасное, я могу сказать, что может случиться в 2021 году, это если люди, которые вышли на улицу в январе, справедливо, имея на это право, они не придут на избирательные участки в сентябре. Вот это будет катастрофа. Или придут и проголосуют за кремлевские партии, как КПРФ, например. А не придут ли они, потому что вы поддерживаете такой... Давайте я объясню. Потому что есть отчаяние. И есть очень большое стремление рассказать этим людям, персонально этим людям, со стороны политиков, которые их выводили на улицу,
что на выборах ничего нельзя сменить. Вот почему они могут не прийти. А мы ровно за противоположное выступаем. Я насколько знаю... Как сменить? Да? Я, насколько знаю, команда Алексея Навального как раз придумала такой проект, как «Умное голосование», и они считают, что с помощью этого инструмента можно сменить власть, голосуя там за кого угодно, только не за единороссов, за кого они предложат. Это поразительная наивность на грани с глупостью, потому что сменить политика от «Единой России» на политика из ЛДПР и думать, что после этого изменится режим, ну, я просто в ужасе. Если бы дети в детском саду бы придумали такое, ну, еще бы можно себе представить, что это какая-то детская инициатива. Но представить, как происходит в регионах, на региональных выборах, что сменить политика из «Единой России» на политика из партии «Родина», или на кого? На Николая Старикова? Или на Захара Прилепина сменить? Я считаю, вы будете считать, что этот режим ослабнет? Да он 100 раз усилится, а не ослабнет. Что сейчас можно... Вот говорите, как можно повлиять на власть, как сменить? Ну, раз в 5 лет есть такая возможность. Прийти и проголосовать на избирательном участке. Потому что власть научилась бороться с уличным протестом. Она против уличного протеста выставляет полицию в касках и бронежилетах с дубинками и решает эти вопросы. А проигрывать на избирательных участках она не умеет. Да, они умеют фальсифицировать. А проигрывать, когда много людей приходит на участки, они не умеют. Они не смогут. Вопрос здесь заключается только в том, чтобы люди пришли на избирательные участки и сказали, что мы против войны с Украиной. Мы за то, чтобы права человека соблюдались в России. Мы за то, чтобы людей уважали в России. Ну, так еще раз получилось, что партия, которая за это выступает в нашей стране, это Яблоко. Потому что Яблоко хочет, чтобы не было иностранных агентов, чтобы не преследовали постоянно людей. Нынешние 4 думские партии, они сформировали все это законодательство. Это есть оплот этого режима. Но изменить есть возможность начать перемены в сентябре. Николай Можно Игоревич, потом еще 5 лет хорошо. Вы знаете, вы утверждаете, что в целом этот режим не выдержит такой ситуации, если много человек придут на избирательные участки и проголосуют против «Единой России», политической элиты, например, за Яблоко и так далее, за независимых кандидатов. Но при этом таких ситуаций, во-первых, в путинской России еще не было, чтобы они на выборах проигрывали, и поэтому мы не можем утверждать, я думаю, все-таки, что последует после этого, учитывая, что авторитарные системы в истории мировой просто так на нет не сходили. Почему вы уверены, что в России можно с помощью выборов разрушить авторитарный режим, во-первых, и действительно ли вы считаете, что нынешняя действующая политическая элита российская просто так, даже проиграв выборы, отдаст власть? Айдар, потому что в сентябре может начаться поворот. А единовременно, сразу власть не рухнет, а перемены начаться могут. И я смотрю на те ситуации, когда мы даже в этих условиях, даже на таких выборах, даже на 3-дневных выборах, допустим, в прошлом сентябре 50 депутатов от Яблока были избраны. 4 депутата в Московской городской думе. Я очень рассчитываю, что сейчас будет как минимум 5, когда Владимир Рыжков пройдет в Московскую городскую думу. И все. И больше нет этого болота Московской городской думы, в котором никто вообще не обсуждает ни бюджет, ни законы. Вообще никто раньше не знал о существовании такого органа. Теперь там идет постоянная дискуссия, теперь там идет обсуждение. Хотите, чтобы больше решений принималось? Ну, надо более активно голосовать, надо большему количеству людей приходить. И на самом деле все очень в самой власти, когда там будет возможность менять, перемены могут начаться. Вот я вам приведу один пример. В 2020 году Яблоко разработало альтернативные Путину поправки в Конституцию. Путин предлагал разрушить Конституцию и ослабить права человека, а Яблоко предложило усилить те идеи, которые были заложены в Конституцию. И, допустим, в Астраханской области у нас всего 1 депутат в Думе Астраханской области, а за наши поправки по реформе судебной системы там проголосовало 1/3 депутатов. Да, не половина, но 1/3 проголосовала, а от 1/3 до половины не так много. Будет там больше политиков демократических взглядов, будет там больше Яблока, значит больше вероятность того, что эти решения будут приниматься. И, наконец, после сентября мы будем вносить не через региональные парламенты проекты законов в Думу, а будет фракция,
которая будет голосом людей, которые не согласны с происходящим. Сейчас у людей, которые выходят на улицу, голос потом в автозаке. А мы выступаем за то, чтобы у людей был голос с трибуны Государственной Думы, у людей, которые хотят перемен. Только не перемен в худшую сторону, в сторону национализма, а перемен в лучшую сторону. В сторону того, чтобы наладить нормальные отношения с Европой, с Соединенными Штатами, потому что нельзя, чтобы мы были окружены врагами. Нельзя. Муниципальная власть. Неужели вы считаете, что если, как вы сказали, разогнав это болото про Мосгордуму, что-то изменится? Ведь мы понимаем, что такое вертикаль власти и муниципальная власть в этой иерархии. Настолько ли она сильна? Давайте вот просто вспомним, недавно задержали прямо в офисе во время встречи муниципальных депутатов одного из районов Москвы, да, если я не ошибаюсь, задержали их и отвезли в участок. Форум «Муниципальная Россия» недавно был проведен. У нас депутат Госсобрания Башкирии был там, его оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией. По-моему, муниципальная власть и даже власть на уровне региональных парламентов, она не так, знаете, не такая мощная и не такая влиятельная, или я не прав? Вы знаете, Айдар, очень интересно, что в прошлом году была принята путинская поправка в Конституцию о том, что муниципальная власть входит в систему вот этой некой публичной власти. Но уже прошло почти 1,5 года, они все никак не могут придумать, как же это реализовать наконец, чтобы сделать по закону зависимые муниципалитеты от власти. Потому что в другой части Конституции написано, что местное самоуправление – это отдельная власть. Дальше все реально зависит от нас с вами. Сейчас у этих людей, которых вы перечисляли, нет своего представительства на федеральном уровне. Нет в Государственной Думе фракции, которая бы вышла и сказала, что прекратите задерживать депутатов. Дайте больше полномочий муниципалитетам. Нету. Все согласны с происходящим. В лучшем случае могут после ареста политика, представляющего ту или иную партию, выйти, пошуметь, и на этом все закончится. Яблоко, когда защищает депутатов, мы не смотрим, это депутат от Яблока или от какой-то другой партии, если к нему применяются незаконные методы. Мы всех защищаем. И здесь реально, поверьте, зависит все от того, насколько люди сами скажут, что мы не согласны с происходящим, и мы хотим менять. Николай Игоревич, реально так важно, как много людей придет на выборы, потому что если придет 40%, все, власть поймет, что людей ничего не волнует, делаем так же дальше. Я прошу прощения, у нас меньше минуты даже осталось, да. Если успеете ответить. Альберт Хусаинов, председатель башкортостанского отделения «Яблоко», он был у нас как-то в эфире, и на вопрос, почему никаких мероприятий публичных там не проводится, уведомления не подаются, он сказал: мы работаем в кулуарах, мы пишем обращения и так далее, а вот мы выведем миллионы на улицу. И такой вопрос, как таким способом в информационную эпоху можно одержать победу на политической арене? Вот даже в демократических странах с плюралистической политической системой с помощью кулуарных процессов и обращений решить какую-то проблему не получается. Здесь и доля популизма нужна, мне кажется, и информационная огласка широкая. Вам так не кажется? Мы делаем все по всем способам работы. Мы будем проводить и публичные мероприятия, и выставлять пикеты, потому что мы должны доносить свою позицию. Но если не позволят, не согласовывают, что делать? Не согласовывают эти пикеты. Одиночные пикеты, к счастью, никто не додумался пока согласовывать. Но одиночный пикет — это не такой информационный шум, понимаете? Отдача-то небольшая. Это дальше уже от вас зависит, насколько вы будете про это рассказывать. Это правда. Я приеду 3 сентября в республику, тоже надеюсь встретиться как можно с большим количеством людей. В пятницу я еду в Приморский край для того, чтобы встречаться с людьми. Мы будем очень активно вести кампанию для того, чтобы миллионы людей пришли на избирательные участки. Сейчас самое главное вот это, потому что если люди выйдут на улицу, а потом не придут на избирательные участки, власть точно не сменится. Она посмотрит на улицу и скажет: отлично, а на участке-то вы не пришли, ха-ха. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.